Вторая научно-практическая конференция, приуроченная к 101-й годовщине образования судов общей юрисдикции Абхазии, собрала в Большом зале Верховного суда адвокатов, кандидатов, доцентов юридических наук и судей Абхазии и России. В мероприятии приняли участие гости из Федеральной палаты адвокатов России, ведущих российских институтов и университетов. Первая часть выступлений докладчиков была посвящена теме цифровизации, недавно внедренной автоматизированной судебно-информационной системе АСИС. Данные программы, данное системное обеспечение, оно, конечно же, имеет множество перспективных направлений, как, например, сокращается время проведения судебных заседаний, сокращается число вносимых замечаний на протокол судебного заседания. То есть все то, что было в судебном заседании, можно более детально восстановить при помощи прослушивания аудио и видео зафиксированных заседаний. Процесс цифровизации у нас это довольно неизбежная такая история, которая идет в ногу со временем, поскольку у нас меняются определенные обстоятельства жизненные, у нас появляется необходимость внедрения данной области, целой, можно так выразиться, во все сферы жизнедеятельности человека. Вместе с тем, профессиональная деятельность юристов и судей невозможна без правовой культуры. И несмотря на активное внедрение новых автоматизированных систем, в любой ситуации решение принимает человек. Как бы мы далеко не прошли в проблеме цифровизации и не поручили это делать машинам, человек, тем не менее, всегда останется, и, я думаю, за ним будет последнее слово. Поэтому культура этого человека, в том числе и правовая, она имеет очень большое значение. Вот если речь, например, идет о судьях, то в законе прямо предусмотрено, что при принятии решений нужно руководствоваться законом, а также убеждениями. А что такое убеждение? Безусловно, что в ряды судейского сообщества избираются люди, которые соответствуют высоким критериям профессионализма и нравственности. Соответственно, мы уверены в том, что когда судья принимает решение, он руководствуется законом, убеждениями, то есть своей высокой культурой. Докладчики также коснулись проблем судопроизводства по преступлениям в области незаконного оборота наркотических средств, альтернативных форм разрешения споров, а также тем традиций, инноваций, конституционной ответственности. Юридическая ответственность считается одним из центральных институтов в правовой системе, служа фундаментальным аспектом множества юридических исследований. Ученые рассматривают этот институт как своеобразный нерв правовой системы, поскольку именно от конституционной ответственности зависит эффективное функционирование законов и регулирование общественных отношений. Доклад гостей конференции, кандидата юридических наук, адвоката Адвокатской палаты Республики Татарстан Надежды Муратовой, был посвящен основам осуществления правосудия по семейным спорам в Республике Абхазия. Конституция Республики Абхазия, она содержит в себе базовые нормы, которые определяют ценность семьи, ценность частной жизни, ценность детей, ценность защиты прав семьи в целом, как ячейки общества, базовая наша ячейка, где мы находимся каждый день. Готовясь к конференции, Надежда Муратова изучала законы Абхазии и статистику по семейным спорам. Для нее это интересный опыт. Я отметила, что, исходя из судебной статистики, семейные споры в Республике Абхазия занимают не первую строчку. Это уже говорит о том, что семейные вопросы разрешаются, видимо, с учетом традиций внутри семьи, и до суда неразрешенных конфликтов доходит не так уж и много. Все материалы научно-практической конференции будут опубликованы в журнале «Вестник Верховного суда», учрежденного в прошлом году к 100-летнему юбилею образования судов общей юрисдикции Абхазии. Сама конференция – это большая площадка для общения коллег и международного сотрудничества. Кроме того, что в рамках самой конференции у нас была возможность обсудить все актуальные вопросы, с которыми мы сталкиваемся судьи, потому что здесь присутствуют и представители адвокатского сообщества, представители органов правоохранителей. Мы хотели бы, чтобы у нас у всех была возможность обсудить те сложные моменты, с которыми мы все сталкиваемся уже в рамках научной конференции. И я хотела бы, чтобы такая площадка у всех была. Конференции, приуроченные к годовщине образования судов общей юрисдикции Абхазии, теперь станут традиционными.
В рамках последнего мероприятия, посвященного правосудию Абхазии, было представлено около 20 докладов. Гугуца Вардания, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение.